Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. В поселке Знаур состоялось торжественное открытие отреставрированного памятника участникам Великой Отечественной. В церемонии принял участие президент Алан Гаглоев. Художник Южной Осетии «Великая Отечественная война» – тема прошедшего семинара в научно-исследовательском институте. В Русском доме прошел международный телемост, посвященный освобождению ЛНР. Мероприятие организовано делегацией России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности. В поселке Знаур состоялось торжественное открытие мемориального комплекса, посвященного участникам Великой Отечественной войны. В церемонии открытия принял участие президент Алан Гаглоев. Глава государства высоко оценил проделанную работу по восстановлению памятника, особо подчеркнув важность сохранения исторической памяти. Стелла Бязрова продолжит тему. В поселке Знаур состоялась торжественная церемония открытия вновь отреставрированного памятника участникам Великой Отечественной войны. Обновленный мемориал стал частью российской программы «Помним вместе», миссия которой направлена в первую очередь на сохранение памяти о подвиге наших соотечественников, сражавшихся в годы войны. В церемонии открытия памятника принял участие президент Алан Гаглоев. По традиции гостей встретили 3 пирогами и чашей пива. می‌آورم رسوخ آرستیرا شدیست نه راست خودی مارست کر شدیسوی یا بخی زندر یا روح ستادر یا تر ستادر من افندم من هم تنبلسته رایون آدم نیول در بشرم منتبیره و بیدارم الانیزوی. Далее состоялась церемония разрезания красной ленты. После гости и жители поселка возложили цветы к мемориалу. Президент Алан Гаглоев в своей речи подчеркнул важность сохранения исторической памяти и уважения к подвигам предков. Этот памятник не просто символ, а дань уважения всем, кто защищал нашу Родину. Мы обязаны помнить и передавать эту память будущим поколениям, отметил президент. Выбрали машинка мухабрасу райжос пронотелош бисарих. Вашара бутабира халорат кайдунло сыршит обучиноволи. Ушоданта манакасатато расурсу большавитунов. Круго курдуда К церемонии открытия было приурочено небольшое мероприятие. Учащиеся школ продекламировали стихотворения, посвященные Великой Отечественной войне. Кроме того, в рамках программы «Помним вместе» был отреставрирован еще один памятник, но уже в селе Циндара. Здесь работы были гораздо масштабнее. Помимо реставрации памятника был обновлен забор, уложена новая брусчатка и установлено современное освещение. Этот мемориал был построен 45 лет назад, и с тех пор здесь не проводилось никаких реставрационных работ. Сейчас обновленная территория вокруг памятника стала местом проведения памятных мероприятий. Шепор фунджоз розма. Шеди сорст. Мастей олерондар. Нахадагавнам. Кавда хур. Озол тафт. Ачаган дурдар. Кцел. Олшена фараза. Манен аразинок фестенаваге. Виоздар хватин растага. Фодот тафарастан аудис. Фалаобун. В России президент Владимир Владимирович Путин я фундай родих кутташамай обун мохан фодотво амана история навагер кудекана амана история шакайтортади саудунан санум накастартан дортаромунам меаровдисам нахикохшафтай шавитунов коткав на историю мама на федалтан нумма шохоставдис. Местные жители отметили, что обновление памятника – это не только знак уважения к героям, но и улучшение внешнего вида села.
Nazıştır buzluk zağdinen, da prezidenten, kogveyta olanan, ya kolektif ülbeyimba, okan pıttaktan okan ette çiyorası ulan. Gözüm o yaşaran bu bir avat, narayonu administrasyon hisler gobustu olan tamaz efirte. Avatamız gözler boftavcıdan. Burası, ştır burası prezident, Putin yaşaran bu bir avat, Jestuli var. Jestuli hoskottaktak yarası yuba savunuyor. Yema yuba Сергей Ильенко yaşaran bu bir avat. Еще один важный объект был открыт в селе Зиулит. Здесь провели реставрацию памятника, который стал символом памяти о тех, кто защищал свою землю в годы Великой Отечественной войны. Работы были проведены на высоком уровне, и теперь мемориал украшает село, напоминая всем о важности сохранения памяти о прошлом. Его открытие посвящается памяти землякам, участникам Великой Отечественной войны. Мы благодарны президенту Алану Эдуардовичу Гагоеву и Фонду президентских грантов России за поддержку проекта. Президент отметил, что высоко оценил ход работ по восстановлению памятников в разных населенных пунктах. Остались очень довольны. В отдельных местах мы уже открыли готовые памятники, работы которых уже были завершены. И надо отметить, что работы проводились с опережением графиков. Я хочу начать со слов огромной благодарности и признательности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за то решение, которое позволило Республике Южная Осетия восстанавливать памятники героям Великой Отечественной войны. Мы сегодня видели, какое отношение проявляет народ во всех населенных пунктах к восстановлению вот этих исторических памятников. Глава государства подчеркнул, что такие проекты – это не только дань уважения, но и необходимость поддержания связей с историей. Это наша общая память, и она должна жить всегда. Мы обязаны передать ее будущим поколениям, сказал Алан Гаглоев. Это наша история, мы ценим и гордимся нашей историей. И сегодня мы считаем себя частицей большого русского мира. Вот этот шаг со стороны президента Российской Федерации и то отношение народа Южной Осетии, которое сегодня мы видим, очередной пример, очередной раз показывает то, что мы едины и вместе строим наше общее будущее. Восстановление памятников стало важным шагом в укреплении исторической и культурной идентичности. Памятники теперь станут не только напоминанием о подвиге наших солдат, но и символом единства. Стелла Бязарова, Сармат Гузитаев, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Художники Южной Осетии и Великая Отечественная война. В научно-исследовательском институте прошел научный семинар. Мероприятие прошло в рамках празднования 80-летия Великой Победы. Каждый отдел института затронул определенные аспекты этой темы. Подробно рассказано о картинах югостинских художников на тему Великой Отечественной войны. Подробности далее. В Югостинском научно-исследовательском институте прошел научный семинар, посвященный 80-летию Великой Победы. Семинар был подготовлен старшим научным сотрудником Югостинского научно-исследовательского института Мадиной Гасиевой. Тема семинара – художники Южной Осетии, Великая Отечественная война. По словам докладчицы, тема ею была затронута не случайно. Так как я культуролог, все, что связано с искусством, а это и живопись, это и скульптура, это и архитектура, это все мне интересно. Конечно же, я ухватилась за эту тему и попыталась поработать над этой темой. Семинар проходит в рамках празднования 80-летия Великой Победы. Каждый отдел института затронул определенные аспекты этой темы. В своем докладе Мадина Гасиева подробно рассказала о работах наших художников на тему Великой Отечественной войны. В частности, о жизни и творчестве Махарбега Туганова и о его работе «Бой в Алагирском ущелье». Картина, как вы видите, сильно перегружена, даже, можно сказать, чрезмерно. Автор прям уделяет деталям, досконально, как бы приглашает тем самым каждого из нас поэтапно просмотреть каждую деталь. Не вызывает у нас сомнения, что исход битвы решен будет в пользу наших солдат. Ну и, как мы знаем, Алагирское ущелье стало могилой немецких захватчиков.
В ходе мероприятия было также отмечено, что очень много талантливых художников не вернулись с фронта. В тяжелое для всей страны время мастера кисти не сложили оружие. Их искусство стало фронтовым. Многие их работы сегодня не только художественные ценности, но и бесценные исторические документы. Живопись в то время стала своеобразным инструментом, поддерживающим дух людей. Надо отметить, что в те времена перед художником стала совсем другая задача. И на первом месте не художественное осмысление, а может быть объективность историка, агитационность и актуальность сюжета. Семинар получился очень интересным, познавательным и, как отметила сама Мадина Гасиева, эта тема до конца не изучена. Гости мероприятия выразили благодарность докладчику за столь плодотворную работу. Огромное спасибо, Мадина Александровна, за ту работу, которую вы провели. Это, безусловно, архиважная работа, и она не должна быть забыта и в рамках научной работы. И я считаю, это очень важно, что материалы, картины, полотна, которые находятся в Национальном музее Республики Южная Осетия, работают еще и вне стен Национального музея, а вот так они изучаются, детализация происходит содержательной части. И, конечно же, это в определенной мере и популяризация, и обращение внимания на эту тематику. Главный вывод семинара – искусство способно быть опорой в самые темные времена, а память о подвиге художников должна передаваться из поколения в поколение. Стелла Бязарова, Фатима Чочева, Заур Устаев. Информационный выпуск сегодня. В Русском доме в столице прошел международный телемост, посвященный освобождению Луганской Народной Республики. Мероприятие организовано делегацией России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями совместно с послом по особым поручениям МИД России Родионом Мирошником. В работе телемоста приняли участие около 30 стран. Участники могли задавать спикерам интересующие вопросы и участвовать в дискуссии. Состоялся третий международный телемост, организованный делегацией Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями совместно с послом по особым поручениям МИД России Родионом Мирошником. Телемост был посвящен освобождению Луганской Народной Республики. Было отмечено, что территория Луганска освобождена от вооруженных сил Украины и иностранных наемников. Однако киевский режим продолжает наносить удары по мирным жителям и объектам инфраструктуры. Гибели и ранений сотен тысяч ни в чем не повинных людей, особенно детей, Киеву было недостаточно. В феврале 2022 года население ЛНР столкнулось с угрозой физического уничтожения киевскими властями. Решение Российской Федерации о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины не дало воплотиться в жизнь этим планам. 30 сентября 2022 года по итогам референдума ЛНР вошла в состав нашей страны. С докладом выступил Родион Мирошник по теме преступлений киевского режима, нарушение норм и принципов международного гуманитарного права и совершение военных преступлений украинской стороной следует считать осознанной стратегией режима Зеленского. Собранные данные свидетельствуют о том, что политическим руководством киевского режима перед украинскими вооруженными формированиями ставились такие задачи, как уничтожение и травмирование мирных жителей, нанесение ущерба гражданской инфраструктуре, запугивание гражданского населения российских регионов. Большая честь делиться сегодня с вами отдельными показательными фактами и своими выводами о событиях, которые произошли на территории Луганской Народной Республики за последние 11 лет. Большинство этих событий происходили на моих глазах. Жители тогда еще Луганской области попытались сделать откровенными заложниками государственного переворота, который произошел в Киеве, организованного и профинансированного западными странами. Попытка просто поставить население региона перед фактом, что в стране теперь новый порядок, им ничего не остается, как принять его как данность, по факту провалилась. Жители Луганска, так же как и Донецка, Харькова, Одессы, взбунтовались. Но выстоять под натиском удалось далеко не всем. У Луганской республики это получилось.
ценой неимоверных и кровавых усилий. Пытались говорить с населением Донбасса и Новороссии исключительно языком диктата и с позиции силы, как они о том говорили. В Луганске и Донецке были присланы новые руководители областных администраций, УВД, Службы безопасности Украины, прокуратуры. Все они получили установки любыми средствами провести зачистки среди гражданского населения, погасить народные выступления против государственного переворота, произошедшего в Киеве. Участники могли задавать спикерам интересующие их вопросы и участвовать в дискуссии. Цель проведения телемоста – привлечь максимальное количество общественных деятелей по всему миру, чтобы донести правдивую информацию, отметил глава Русского дома в Республике Южная Осетия Сергей Комиссаров. К нам присоединились и представители Министерства иностранных дел Республики Южная Осетия, и посол Абхазии в Южной Осетии, и представитель Приднестровья в Южной Осетии, наши общественники и соотечественники, которые представлены двумя обществами, это РОС и Союз российских граждан. Также есть активные представители Юго-Осетинского университета. Возможно, с вопросом от Южной Осетии выступит Бекуева Ирина Давидовна, которая также являлась очевидцем событий Донбасса начала 22 года. Она находилась там по работе, по учебе, защищалась, насколько я знаю, и прочувствовала все те тяготы и лишения, которые терпят жители Донбасса. В работе телемоста приняли участие около 30 стран мира, которые подключились с разных континентов благодаря активному содействию российских посольств и представительств Россотрудничества. Алена Утаева, Ринат Медоев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Сегодня в администрации города Цхинвал чествовали ветеранов труда. Это жители, чей вклад в становление республики неоспорим. На протяжении долгих лет каждый из них трудился в своей сфере деятельности. И сегодня их труд был по достоинству оценен. Памятные подарки ветеранам вручили представители городского совета ветеранов. А праздничное настроение создали активисты детской общественной организации «Раззагонта». Дарья Хурьева поделится впечатлениями. В столичной администрации города собрались люди, посвятившие десятки лет своей жизни развитию сферы промышленности, образования, медицины и других отраслей. Это те ветераны, чьи руки, знания и сила воли поднимали наш город и нашу республику. На церемонии чествования настоящая живая история. Каждая личность – это глава из летописи. Они не просто работали, они создавали фундамент. Памятные подарки ветеранам вручали представители городского совета ветеранов. В адрес участников звучали слова благодарности за их многолетний добросовестный труд. Мы, члены Республиканского и городского совета ветеранов, решили во главе с председателем совета ветеранов Русланом Мелитоновичем и главой администрации Аланом Георгиевичем, решили поздравить вас, юбилей. Мы от всей души желаем прожить вам много-много лет, печали, горести не зная. Знаете как, не смотрите на года, эти годы обманчивы. Ваш опыт и чувство долга – пример для молодого поколения. Благодаря таким людям, как вы, строилась и развивалась наша республика, отметил глава администрации города Алан Гавараев. Blokada İrestun yakte bokanatmanı menaf tacabahay khuzay rotad. Vi shtar shalder judavu. Mana khosham shav amud jinad rotat nani jinad. Ma sadast nemodarov tajabahay ششین کنم پوشمون دونست که نگرفت آبون تا چی در باشه دیگاس ایرستونه ویترانته چی در ایتگنن من ایرستونم فلک کات کتا удурани удар сашарам бумбира. Праздничное настроение сегодня создавали активисты детских общественных организаций. Ребята подготовили музыкальные номера и стихотворения. Добра и счастья, светлых дней, пусть вдохновляет, удивляет жизнь доброй красотой своей. Самоотверженный труд на заводах, у школьной доски и больничной койки – это бесценный вклад, отметили организаторы. Ветераны, в свою очередь, поблагодарили за оказанное внимание и признание их заслуг.
Ошерем биневан, кейнер под кутот витахай, мохтахай, болеркот кутот, мохтар биберш насалс хачста нуджда одимоган хсизгуну диданун сортуй, рухутен джебапу. Церемония завершилась теплым чаепитием, где ветераны могли пообщаться и вспомнить лучшие моменты своей трудовой деятельности. Дарья Хурева, Рауль Кочиев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Югославские каратисты заняли призовые места на Всероссийском спортивно-культурном фестивале «Мирный Кавказ». Это достойный результат для юных спортсменов. Фестиваль собрал перспективных спортсменов практически со всех регионов России. Ребята нацелены на дальнейшие победы и продолжают упорно трудиться для достижения цели. Алина Ильфимова расскажет подробности. Два юных каратиста Алина Квагинидзе и Джерлали вернулись с Всероссийского спортивно-культурного фестиваля «Мирный Кавказ». Здесь собрались сильнейшие спортсмены со всех регионов России. Для наших ребят это были не просто соревнования, а отличная возможность набраться опыта. Алина завоевала бронзу в весовой категории 40 килограмм. Для нее это не просто награда, а доказательство того, что труд и дисциплина приносят высокие результаты. «Мирный Кавказ» соревнуется с Бочахстоном в Тикагбанат. Тренерме поддержка кута, жертвами шаразун. Моем костюме. Одно дестем, а как соревнуется. Чундардену дичем фитчахат или? На дикахат мен зендара дичем фитчахат. Для ребят карате занимает важное место в их спортивной жизни. Тренируются они почти каждый день и успевают при этом хорошо учиться. Желание стать каратистом возникло у них еще в детстве. Джерлалиев поделился, что, посмотрев впервые фильм с участием Джеки Чана, сразу понял, что хочет стать похожим на главного героя, таким же смелым, сильным и непобедимым. С тех пор он уверенно идет к мечте. Занял я 3-е место в категории 14-15 лет. Мне не так уже обидно, потому что опыт важен всегда. Нет, не первые. Я хожу уже 9,5 лет. Волнения не было вообще, от слова совсем. Это благодаря чему, по твоему мнению? Благодаря опыту. Я много тренировался, но не получилось. Там были соперники из Кабарды, Кабардино-Балкарии. Что получилось, то получилось. Но в следующий раз вернусь сильнее. Джер также подчеркнул, что поддержка тренера – важная часть успеха каждого спортсмена. Перед каждым боем тренер Батрат Злалиев мотивирует своих воспитанников на победу и даже на ринге старается их поддерживать словесно. Он говорит, что надо делать, как надо бить, куда бить. Я прислушиваюсь. Каждый раз? Спасибо моему тренеру, что дал мне такую возможность приехать на соревнования. Вырастил меня мальчишкой. Путь каратиста – это не только медали. Сейчас Алину и Джера ждут упорной тренировки и подготовка к новым соревнованиям. Алина Ильфимова, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность, небольшой дождь. В Саурском районе днем плюс 17, ночью плюс 8. В Саурском районе днем плюс 15, ночью 10 градусов тепла. В городе Квайса днем плюс 12, ночью плюс 9. В Лениногорском районе днем плюс 18, ночью плюс 14. В столице республики в Цхинвале днем 17 градусов тепла, ночью плюс 13. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и хороших выходных.